Тема вертолета в этом городе является главной. Именно здесь производят винтокрылые машины. Мы в Кумертау, городе, который является южными воротами республики. И сейчас здесь реализуется большое количество проектов благоустройства для комфорта как самих горожан, так и туристов. И сегодня мы увидим, как город преображается благодаря местным властям. Трасса Р-240. Здесь была уже народная тропа, всегда здесь туристы останавливаются, смотрят на город. Глава Кумертау Олег Астахов встречает нас на подъезде к городу. Точка – бывший угольный разрез, который превратился теперь в красивое озеро. По берегам рыбное хозяйство и турбазы, а на фоне сам город. И на все это можно смотреть с высоты птичьего полета. Я думаю, что это будет любимое место не только проезжающих туристов, но и наших горожан. Здесь прям душа поет. Ну, вид хороший. Разрез у нас, кстати, знаете, какая вода бирюзовая. Сквозь угольные пласты проходит вода, поднимается. Вода хорошая в озере. И вот сроки реализации вот этого вот проекта, когда? Нет, там по контракту конец сентября, но обещает подрядчик раньше. Август. Так что скоро появится комфортная смотровая площадка, где туристы будут останавливаться и любоваться кумертаускими закатами. В перспективе рядом вырастут и объекты придорожного сервиса. Значит, у нас одна полоса выравнивающих слоев закончена, так? Да. Сейчас вторую полосу гоним. 2 дня, вы сказали, на это, да? 2 дня. Но въезжая в Кумертау, гости оценивают не только красоту вокруг, но и комфорт. Улица Шоссейная как раз и ведет поток машин в город. Ее ремонт напрашивался давно, и в этом году старый асфальт срезали и в 2 слоя укладывают новый. Вот на эту дорогу сколько денег ушло? 20 миллионов. Это дорогая. Вот одна из самых дорогих, да, в этом году у нас. У нас есть еще одна проблемная Шахтерская, крупный коттеджный поселок и большой там тоже поток машин. Вот законтрактовали очень такое сложное лето в плане климата, очень много ливневых дождей. Чуть-чуть сместили сроки, там до середины августа мы тут тоже дорогу сделали, она тоже дорогая получилась. В этом году из бюджета выделили 155 миллионов. Просто для сравнения, раньше где-то в среднем 10-12. Нету в городе реки, вот этот водоем, такая точка притяжения для бесплатного летнего отдыха. За этот объект благоустройства проголосовали сами жители по программе формирования комфортной городской среды. Пруд Бабаевский был почищен. Запущена рыба, завезен песок, установлены скамейки, столики, оборудована вышка для спасателей. А настроение создает плавающий фонтан. Теперь это одно из главных мест летнего отдыха в Кумертау. Здравствуйте! Нравится вам здесь? Да. Это наше любимое место. Щели вон какие хорошие поставили, фонтан, белый песок. Все нравится. Вот что хорошее, это на пруду. Я вообще хожу, тут купаюсь каждый день. Это с этими сыночками. Мы ходим утром рано. В этом году благоустройство пруда Бабаевский продолжается. Появится дорожка по периметру и мангальные зоны. К слову, Бабайка – негласный символ города. У нас историческое название города вообще Бабай. Это наш символ Бабайка. Мы сейчас это как бренд обыгрываем. На этом сыграть вообще потому, что само месторождение угольное, оно бабаевское. Это ручей Бабай. И раньше был поселок Бабай. Ага. Бабай. Мы этого Бабайку сейчас и талисманчики делаем. Вот Бабай у нас получается вот такой вот символ города. Ну, на сегодня ситуация где-то примерно 90% у нас готовности. В данный момент занимаемся благоустройством. Уже совсем скоро в этот 3-этажный жилой дом начнут переезжать молодые семьи. Квартиры разные, но все с предчистовой отделкой. Остались детали. Такой объект знаковый для города. 3 года в городе не поднимались многоквартирные дома, не строились. Это вот первый дом, когда мы возобновили такой вид строительства. Но я так понимаю, что с этим застройщиком непосредственно есть договоренность по следующему дому, что там уже будет началось квартиры. Строительство по улице Матросова, там уже 5-этажный дом, и квартиры больше, есть разного формата квартиры, 1-, 2-, 3-комнатные. Одна комната подходит по параметру для социального жилья, возможно, значит, как дом будет сдан, второй следующий, мы будем приобретать там квартиры для детей-сирот.
Мы, Эмиль, находимся сейчас на площадке ремонта школы номер 6. Она у нас носит имя Героя России Данила Емельянова. Свой подвиг он совершил во время военных действий в Сирии. Лично президент России награждал его этой звездой. Это первый Герой России в нашем городе. А фасад украшает портрет маршала Победы Рокоссовского. 6-я школа Кумертау самая большая в городе и преображается по федеральной программе капремонта. Изменения серьезные, но с творческим подходом. Тематические рисунки украшают стены коридоров и классов, чтобы детям было приятно здесь учиться. У меня было еще указание, чтобы вечерами здесь пускали заниматься секции, потому что спортзалов в городе не так много, хотя и немало, но очень много стало детей заниматься спортом. У нас в доп. Образовании просто очень много детей. А вот чтобы дворы становились комфортнее, в городе пошли по пути инициативного бюджетирования. В итоге придомовые территории преображаются благодаря совместным усилиям жителей и власти. Обычно где-то 15% сметы тратят жильцы, и 85% стоимости этих работ муниципалитет. А тут работа, получается, асфальт, да? Парковки, вот этот двор выбрал вот это. Здесь все было разбито, ямы, все сейчас восстановили. И в прошлом году они подали заявку, в этом году, в том же году состоялся конкурс. И в этом году мы приступили уже к более объемной дворовой территории. Сразу несколько домов она захватывает. Микрорайон Дубки, который коттеджный, там выбрали детскую площадку. В итоге мы ее открыли к концу прошлого лета. В ВПЦ ГИФЕС в 28 году 40 лет, да, если не ошибаюсь? Да. Значит, такой у нас достаточно мощный уже со своей историей военно-патриотический центр. Здесь мы благодарим главу республики Радик Фаридович. Это его идея, его инициатива, программа «Ишлек регион». Да. И вот нашему городу частичка этой программы досталась, причем очень так реализовалось такое прекрасное место. Сколько денег ушло, получилось? 40 миллионов. То есть это вот республиканский? В два этапа было, да. Новое пространство не появилось бы без помощи главы Башкортостана. Военно-патриотический центр объединяет подрастающее поколение города. Также идет обучение управлению дронами и занятия по карате. Так закаляется дух и дисциплина. Исторический музей здесь соседствует с тиром, где можно не только пострелять, но и поупражняться в метании ножей. Здесь у нас занимаются также еще биатлонисты, паралимпийцы. У нас очень сильная команда по паралимпийским видам спорта. У нас Владимир Казаков, очень известный тренер по адаптивному спорту. Очень много наших ребят, которые уже после СВО вернулись, сейчас в сборной республики. Под этой же крышей и отделение Ассоциации ветеранов спецоперации. Бойцы здесь и сами проводят занятия, передавая опыт и знания. Вторая сторона этой медали – ветераны, которые приходят. Мы никого не заставляем, никого не напрягаем, предлагаем поработать с детишками, то есть это адаптация. Они начинают работать, вот это проходили, там сборка-разборка автоматов, да, тир есть, то есть с этим работают инструктора, именно ветераны. Мы специально ездим, учимся, получаем сертификаты, что мы можем учить детей, то есть это не просто так проходит. У нас в городе одно из самых больших количеств ребят-ветеранов, которые участвуют в программе «Герой Башкортостана». Получилось у нас в финал прошли 6 человек обучаются, вот, а поступало вообще 20. Олег Анатольевич, я вот заметил, вы вообще не любите совещаний, в кабинете сидеть, да, получается, вы всегда вот в поле, как говорится. Есть такое. Не скажу, что прям без совещаний тоже не обходится. Это такая достаточно важная часть работы. Но я все-таки с ногами, сам хочу во многих вещах убедиться, отконтролировать. А так дороги, потому что все жители заметили, что мы крепко занялись ремонтом дорог. Это городская поликлиника, часть городской больницы. Все здесь была узенькая дорожка. Мы расширили проезжую часть. Завод трудится, заказами обеспечен. А с прошлого года там новый руководитель Фарид Низиалял Шарафеев. С ним у нас хороший контакт. Кумертауское авиационное производственное предприятие градообразующее. Здесь работает львиная доля горожан. Олег Астахов говорит, что в городе есть примета. Когда новый вертолет взлетает с завода, значит следующий год будет успешным для всех. А здесь, я так понимаю, что, в принципе, знаковые, да, вот фигуры шахтеров. Шахтеры с 50-х годов стоят на этом месте. Мы их вернули. По благоустройству там небольшая ошибка была, их убрали с этого места. Мы решили это вернуть за счет средств благотворительного фонда. Я считаю, что они должны, как они были, так и пусть и будут.
Благоустройство одной из центральных улиц Ленина завершили в прошлом году. Наш Арбат, называет его глава городской администрации. Напротив, яркий символ культуры города – дворец угольщиков. Но наводить красоту в городе любят не только власти. Это у вас здесь музыкальная школа? Здесь музыкальная школа, да. В том году мы здесь заасфальтировали все, подготовили тротуары, тоже был отремонтирован в том году. А вот в этом году, видишь, как покреативили. Они заказали частнику, сделали мне рояль и покрасили клавиши. Сами красили преподаватели. Мы решили поставить здесь символ города в центре кольца. Это пицца Сапсан. Сейчас она будет уже... Вот здесь, да, получается? Да. Здесь вот постамент. И... А почему решили именно здесь делать вот круговое движение? Просилось просто уже давно. Уже и сотрудники ГИБДД, начальник меня просил тоже. Транспортное кольцо должно равномерно распределить потоки машин. Проезжая часть при этом расширится. Пока шли съемки на этой точке, к нам подошли юные горожане. Их тоже интересует изменения в Кумертау. А вы знаете, да, кто это получается? Это мэр города Олег Анатольевич Астахов. Олег Анатольевич, первый вопрос. Скажите, за что можно и нужно любить город Кумертау? Ну, конечно, за его жителей, в первую очередь. Здесь очень хороший народ. Трудолюбивый, гостеприимный, радушный, я думаю. Это самое главное. Дома и все остальное, дороги, делают именно эти жители, которые здесь живут. Угу. Скажите, а по-вашему, в чем успех как главы администрации, так и его команды? Ну, не лениться, трудолюбие. Не обманывать ни себя, ни людей. Тоже считаю. Не давать пустых обещаний. Стараться держать свое слово и реализовывать то, что задумал. Ну и последний вопрос. Что бы вы еще хотели реализовать на территории города? Какие проекты? О чем больше всего мечтается вам? Стадион достроить надо. Честно скажу. Это очень важно. И я уверен, что он будет наполнен и детским смехом, и мероприятиями спортивными. Это очень важно. Ну, конечно, охота привести в порядок всю дорожную сеть. Просто прямо для меня это очень важно, чтобы не просто вот на один год-два, а на многие годы, чтобы не было это такой серьезной проблемой для нашего города. Транспорт, медицина, образование. У нас, конечно, высокий уровень образования. Детки у нас умненькие очень растут. Я вам говорил сегодня, как мы охватили их еще помимо дополнительным образованием. У нас много спорта, у нас много чего такого полезного, что делается в отношении детей. И потом из них вырастают, на самом деле, люди, которые может гордиться не только наш город, но и страна. Кумертау меняется, а планы дальнейшего развития строятся на годы вперед. Причем тактика работы администрации – решать вопросы вместе со своими горожанами на своей земле.